Здравствуйте! Рада приветствовать вас на главной телепередаче Башкир Челябинской области «Уралым». Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр, һеҙҙе Силәбе башҡорттарының үткәнен, бөгөнгөһөн һәм киләсәген сағылдырған Уралым тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Һаумыһығыҙ! Элвин Грей выступил в Челябинске. В Аргаяшском районе почтили память Хафиза Кушаева. Коншак районында Камиль Хайруллин Солтан ауылын тергеҙә. Элвин Грей, Челябинске. Звезда российской эстрады собрал полный зал. Известный певец российской эстрады Элвин Грей часто посещает южноуральскую столицу. Его первые шаги на большой сцене начались с национальных дискотек, проводимых в Челябинске. Звезда с теплотой отзывается о том, как встречает его южноуральская публика. Большую любовь челябинцев к родным мелодиям отметила и творческая команда Элвина Грея, да и сами друзья, единомышленники башкирского певца, влюблены в народную культуру башкир. У казахов, башкир и татар, у них очень много общего, поэтому мне легко дается и язык, и традиции, еда, тот же бишбармак и кумыс, я к этому всему привык, и поэтому я нахожусь как дома. Емел Баймурзин, Артур Кусимов также поблагодарили челябинцев за позитив и теплый прием. Артисты спели со сцены свои известные хиты, зрители подпевали им. Челябилер біздің Башқұртстанда халыққа қарағанда олар несегіректір рухлар шуны хаманна қайырла, әмді залға сыққандала, сондай отдача халықтан. Челябинский фан-клуб Элвин Грей 74 особенно ждал своего кумира. Активисты подготовили плакаты с именем артиста, вывесили большой баннер с признанием в любви к его творчеству, дарили подарки, сделанные своими руками. А исполнение со сцены песен артиста детьми особенно пришлось по душе Элвину Грею. Мы очень любим Элвина Грея. А заразила наша старшая дочь. Ей 18 лет, она не пропускает ни одного концерта. Мой день рождения, сегодня концерт. Я решила, все дела бросила. Элвин Грей уделил отдельное время для общения со СМИ «Уралым». Нашей творческой команде он рассказал о секретах своего успеха, дал советы таким же молодым и амбициозным юношам и девушкам. В области прошел второй диктант по башкирскому языку. Данный проект реализует образовательный центр «Гелем» под руководством преподавателя башкирского и иностранных языков Златоустовского техникума технологий и экономики Алии Нугамановой. Первый диктант прошел в марте при поддержке представительства Республики Башкортостан в Челябинской области и областного башкирского Курултая. Диктантта катнашучылар күбрәк яшьләр иде. Был Стоит отметить, областным диктантом по башкирскому языку заинтересовались в правительстве. После доклада Марисы Юсупова на Совете по реализации государственной национальной политики при губернаторе последовало поручение Бориса Дубровского об изучении опыта проведения диктанта по башкирскому языку. В этом году в 11 районах Челябинской области написали диктант. В самой южноуральской столице только диктант проходил на 2 площадках. Желающие могли написать его и дистанционно. Результаты будут известны 17 декабря 2018 года на сайте башкирского Курултая и в группе проекта. Коншак районының Солтан ауылында тыуып үткән милләттәшебеҙ үҙ көсө менән тыуған йортон яңыртырға булган. Ул гына ла түгел, күршенекен дә, тотош урамдыкын да һәм хатта тотош ауылды ҡайтанан тергеҙергә тотонған. Институтта уҡыған ваҡытта ла Питерҙа бөтәбеҙгә бүләктәр биреп ятты. Мына шундай бала булды ул. Ауыл Силәбе ҡалаһынан 77 саҡрым алыҫлыҡтағы Һағышты күле буйында урынлашҡан. Һуңғы йылдарҙа ул бөлгөнлөк хәленә төштө. Быйыл, ниһайәт, ауыл яңыса тормош менән йәшәй башланы. Санкт-Петербург ҡалаһында йәшәүсе эшҡыуар Камиль Хайруллин тыуған төйәген тергеҙә башлай. Милләттәшебеҙ Силәбенең Солтан ауылында тыуып үҫкән. Әрмелә хеҙмәт итеп ҡайтҡандан һуң ул саҡтағы Ленинград ҡалаһында төпләнеп ҡала. Энем миңә 165 мең аҡса ебәреп, мин бөтөн ҡалала шул еп, өҫтәлдәр, дивандар, каверҙар, уйынсыҡтар, ҡашыҡ, посуда ейеп, бөтөрә шул садикка алып барып бирде. Эшҡыуар быға тиклем дә ауылдаштарына мөмкин тиклем ярҙам күрһәткән. Ә инде тыуған ауылын тергеҙеү идеяһын ул быйыл яҙ тормошҡа ашырырға тотонған. Сәхрагөл Ғатауллина бер тыуған ҡустыһының бындай аҙымын бик хуплап ҡабул итә. Камиль Хайруллин үҙ алдына 2028 йылға тиклем Солтан ауылын танымаҫлыҡ итеү үҙгәртеү бурысын ҡуя. Эш урындары булдырырлыҡ 2 тиҫтәләп эре хужалыҡты йәлеп итеү шуларҙың береһе. Башланғысҡа нигеҙ һалынған да инде. Ауылда сыр етештереү тармағы йәйелгән.
ителгән. Тивен был продукцияга сертификат алынгас, уларды кибет кәштәләрендә лә күрергә мөмкин буласак. Килгән һайын эсе буша, әйтә-әйтә, бүтән баксалар ята, хөрелмәгән, бүтә үләнүсә, шул тиклем, был дөньяла мин 2 яшәмәйм тинелә, тәтәй мин менә авылга булышаһым килә, шул тиклем менә эшмәкәр кешеләр бар бит безнең, шуларны күтәрәһем килә. Ярты ел эсендә калккан яңа йорттар да тап авыл хуҗалыгын күтәрер дә яшьтәр өсөн төзелгән. Әлеге вакытта улар өсәү, планда тагыла бар. Бары тик кайтучыһы гына булһын. Камил Хайруллин уларга ярдәм итәргә әзер. Буның өчен экранда күрһәтелгән номер буенча шылтыратыгыз. В деревне Кузяшево Аргаяшского района Челябинской области отметили 130-летие со дня рождения Хафиза Кушаева. Он достиг самого высокого поста в коридорах власти, став председателем ЦИК Башкирского АССР в 1922-1929 годах. О деятельности Кушаева поведала внучка Каюма Кушаева, сводного брата Хафиза Кушаева Людмила Черепанова. Ее отец вел записи о своей жизни, где много заметок и о знаменитом южноуральце. В декабре прошлого года, будучи в Москве в командировке, я, конечно, посетила Донское кладбище и нашла место, где он захоронен. В марте этого года мы установили табличку с именем. Встречали кузяшевцы гостей по доброй башкирской традиции, народной музыкой. Затем состоялась торжественная часть с поздравлениями, подарками, презентациями, концертными номерами. Особенно заполнилась сценка с участием школьников, отражающая жизнь и деятельность Хафиза Кушаева. Постановка была подготовлена Айдаром Ишбердином. Нима бер хәлләр дә аша, теләйеңме юкмы? Гыйша, юк, өметеңде бер вакытта өлмә. Бүген булмаһа, иртәгә барыбер тормыш яхшыга үзгәрер. Без бердәм булырга тиешбез. Берде халык көтә. Историк из Башкортостана Азат Ермулин презентовал фильм, посвященный башкирам. Известный краевед и историк Спартак Ильясов также был среди почетных гостей. Он посвятил свои труды основателям БАССР, среди которых есть и Хафиз Кушаев, председатель областного башкирского курултая Марис Юсупов и региональный постпред республики Амур Хабибулин вручили книгу «История башкирских родов» в Кузяшевской школе, отметили высокий уровень организации мероприятий администрации Аргаяшского района. Для нас это очень важно, что именно челябинские башкиры участвовали в становлении этой республики. И то поколение, которое сейчас воспитывается на нашей земле, на челябинской земле, оно должно тоже об этом знать и помнить. В этот день коллективу Кузяшевской школы были адресованы самые теплые слова. Делегация из Башкортостана подарила 7 томов башкирского словаря, том фундаментальной серии «Народы и культуры», посвященной башкирам, 4-му по численности народу Российской Федерации. Глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин поблагодарил гостей за участие в мероприятии. Он отметил, что Аргаяшская земля воспитала личности, которые работали и жили ради светлого будущего своего народа. Перед гостями выступила и родственница Кушаева Сайма Фазылова. Атайым Газиз Хафиз Кушаевтың бір туған әйлігі. Менің қыз фамилиям Кушаева. Өзімдің ұлашайым тұрағында бір бәләкәй повесть яздым. После торжественной части участники собрались за круглым столом, где обсуждались вопросы, связанные с жизнью и деятельностью Хафиза Кушаева. Мероприятие завершилось аятом, посвященным его светлой памяти. В 2011 году в Сосновском районе была учреждена премия за достижения в области литературы, краеведения и журналистики. В этом году мероприятие прошло в Сокуловском доме культуры, где была оформлена выставка о жизни и творчестве Галимова. Его поэзия навсегда сохранила свежий, незамутненный взгляд на мир. К сожалению, жизнь отпустила молодому поэту мало времени. Он прожил на свете всего 28 лет. В этом году торжества по поводу дня рождения поэта совпали с юбилеем районного литературного объединения «У камина» и выходом новой книги авторов под названием «Живет деревенька». За 8 лет праздник приобрел статус межрегионального мероприятия. Лауреатами премии стали поэты, писатели, краеведы. В 2018-м организаторы решили немного изменить формат номинирования. Теперь сбор кандидатур номинантов проводится на протяжении 5 лет. Увеличен до 10 тысяч рублей и размер премии. За 25 лет хореограф и педагог Милена Махмутова воспитала целые поколения артистов.
Талантливый педагог выступает на сцене на протяжении 25 лет. За эти годы она завоевала звание лауреата многих конкурсов и фестивалей, подготовила и продолжает готовить новые таланты, которые радуют ее своими успехами. И сегодня со сцены ее ученики спешили выразить слова благодарности своему хореографу. Счастья, радости, любви. И от всей души вручаю вам эти цветы. А Милена говорила спасибо своим учителям, которые привели ее к большой сцене. Ее творчество началось с выступления в знаменитом коллективе «Айгуль». Тогда, будучи совсем еще маленькой, она делала первые шаги, но они запомнились мэтром хореографии. Мы ездили по концертам, по горно-заводской зоне, правда же, да? Я уже не помню весь концерт, потому что он был сборный. Я помню только вот ее. И вот с тех пор, видимо, Всевышний пометил и сказал: давай, девушка, пляши дальше. Коллеги Милены, Земфира Хайруллина, Эльвира Валеева отдельно отметили деятельность педагога, пожелали ей успехов в работе с детьми. Затем айгулевцы исполнили танец в том самом составе, когда они сами, будучи участниками коллектива, выступали на сцене. Представитель Башкортостана в Челябинской области Амур Хабибулин говорил в поздравительном адресе о работе Милены с подрастающим поколением. Эту особую роль девушки в формировании национального самосознания у детей через танцы и о ее высоких профессиональных качествах еще упомянули многие. А ее семья поделилась самыми сокровенными чертами Милены, которые послужили основой ее сегодняшнего успеха. Я всегда верю и никогда я не сомневалась в ней вообще, в том, что она сама хочет. Ее звездная команда, продюсерский центр «Йондос» были рядом. Организации мероприятия, формирование концертной программы и по многим другим вопросам она чувствовала помощь от своих единомышленников. Мой юбилейный концерт. Для меня это очень серьезный праздник, и к этому празднику я отнеслась очень серьезно. Мечта была уже 3-4 года назад, я хотела его сделать. Но наконец-то к этой цели дошла. И ведь не зря потрудились вместе и сообща, зал был полный. Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами. Девушка намерена и дальше двигаться впредь и выразила готовность принимать в свою команду новые таланты. Открылся второй магазин «Башпродукт» в Челябинске. В магазине представлены товары из Башкортостана. Улица Машиностроителей, 24 часы работы с 8 до 9. 6 декабря состоится торжественный вечер, посвященный 20-летию постоянного представительства Республики Башкортостан в Челябинской области. Наша передача подошла к концу. До новых встреч! Ошуның менән тапшыруыбыз тамам. Киләһе очрашкандарга тиклем.